Всё, доброе утро. Сегодня вроде дождика нету, такая пасмурная просто погода. Короче, решил немножко развеяться. Сейчас покушаю, чаечек попью и поеду автостопом в городочек Дельта. Это где я был. До него всего 25 миль. Тут одна трасса до него идет. Вот. Немножко развеюсь, заряжусь, там загружу серии. Так, все, я собрался. Все, оставляю свой кемп ненадолго. На автостопе я собаку съел, много ездил, путешествовал в свое время. Вот, и на самом деле у автостопа правила вообще несложные. Как бы там есть своя наука, но она несложная. И первое правило — это безопасность, естественно. Безопасность для себя и для водителя. То есть мы за безопасный автостоп. Вот. И безопасность заключается в том, чтобы найти правильное место для остановки автотранспорта. То есть чтобы был какой-то карман, какой-то съезд, чтобы человек мог спокойно съехать. Вот, для всех участников дорожного движения, чтобы он не заграждал чтобы не заграждал трафик. Вот, например, вот эта дорога вот сейчас, тут вот проблематично немножко. Она очень узкая, нужно найти какой-то съезд или карман. Вот я сейчас иду искать его. Вон там я вижу. И чтобы постараться, чтобы не было подъема или спуска. То есть чтобы была плоская местность. И чтобы тебя издалека было видно. Чтобы человек успел подумать и тебя рассмотреть. Хочет он останавливаться или нет. Потому что если он резко из-за угла поворачивает, например, и он только тебя увидит, он даже подумать не успеет, взять тебя или нет. Поэтому тут нужны соблюдать вот эти правила, и тогда будет гораздо легче. Вот сейчас иду и ищу. Еще одно правило автостопщика, может, не все понимают, это когда ты ставишь руку. Надо ставить руку бодро, энергично и обязательно пальцем вверх. Вот, потому что кто-то вот так может стопить, как тюлень. Но тюлень — это обычно значит, что ты за деньги готов поехать. А вот так вот палец вверх — это значит, что ты автостопщик, и ты как бы едешь на попутках бесплатно. Вот, ну это такое, я не знаю, внегласное правило, наверное, что ли, психологический момент такой. Потому что когда я путешествовал автостопом, у меня ни разу никто там денег не спрашивал. Ну, они останавливаются, они понимают, что ты путешественник. Вот, что ты не до ближайшего городка там доехать, да, с деревни, условно. А ты едешь далеко, и поэтому у меня не было с этим проблем. Просто я знаю, это для новичков очень важно. Когда я сам собирался ехать автостопом в свои 17-18 лет, я очень волновался, потому что я сам как бы такой... С людьми не очень контактировать любил, да и сейчас не особо люблю. И для меня вот эти все психологические моменты, а как им дать понять, что я еду бесплатно, чтобы они у меня там не спрашивали денег, я там, это естественные вопросы. И, конечно, находил на них ответы, находил каких-то людей, потом начал уже сам подготавливаться. И самое сложное, это вот первый раз выйти на трассу и поднять руку. Это самое сложное. Даже вот мне сейчас немножко волнительно. А потом уже пойдет все вообще. Как после первой машины, там и вторая, и третья. И ты уже едешь, куда тебе нужно. И вот это самое сложное. И надо как бы не ссать, выходить, поднимать руку и находить машину. Это самое главное и самое тяжелое. Я дошел, далеко не надо было идти. Вот здесь есть карман справа. Вот там поворот. Буду здесь стоять, сейчас стопить. Мне почему-то кажется, что первая же машина остановится. Ну, посмотрим. Немаловажный момент — это, естественно, одежда. Чтобы она была, стараться, чтобы была яркая. Вот сейчас я белый, там лайфгард еще написано. Чтобы человек видел, чтобы ты внушал доверие. Например, если ты будешь во всем черном, например, все равно психологически как-то человек думает. Отталкивает, наверное. А когда ты яркий какой-то, светлый, там, не закрытый весь, это все равно располагает больше. Тут психологический момент. Автостоп — это как бы психология здесь больше даже. Он ездит. Посмотрим. Заранее ставим сразу руку, чтобы человек видел. Вот. Нет. Первая машина комом. Мотоциклист нам не нужен.
Хотя было бы прикольно на мотоцикле прокатиться. В США я только один раз автостопом ездил. Это когда я закончил свой каякинг по Миссури. Мне там надо было добраться до городка. Я это видео не выложил. У меня есть это видео. Надо его смонтировать. Да, я стопил, там застопил одного дальнобойщика. Там буквально мне 100 миль надо было проехать. Вот, и только один раз стопил. Поэтому я насчет автостопа в США как бы не знаю. Еще очень важно не унывать, потому что вот когда не останавливаются машины, да, там первая, вторая, там 10, 20, и ты такой начинаешь унывать, ну все, я тут останусь, никуда не еду. Нет, это как рыбалка, автостоп очень похож на рыбалку. Как бы один раз закинул, второй раз закинул, третий, там, на 20-й, на 50-й что-нибудь поймаешь. Вот с автостопом то же самое. Главное психологически верить, что ты уедешь, соблюдая вот эти все правила, которые я говорю. Вот найти нормальное место, удобное. Вот. Еще очень важно, ну, знать дорогу, куда ты едешь. Например, если впереди там будет большая развилка, большой перекресток, лучше, ну, зайти за этот перекресток, если он рядом, пешком пройти, там, доехать до перекрестка. Но это уже такие уже моменты, это уже потом. У меня тут одна дорога идет, тут больше она никуда не ведет. Она тут в городок и все. Вот, поэтому надо верить. Психологически это автостоп, он закаливает очень, учит тебя тому, что все может случиться, и всегда все будет хорошо. Надо запомнить, что все, кто проезжает мимо, они все ненужные люди. Ты ждешь своего нужного человека в нужной машине. Вот. А все, кто проехал, они проехал мимо, это мимо. Просто нужного человека всегда нужно ждать по жизни. Во всем так, в любви, там, в бизнесе, их нужно ждать. Они, нужные люди, не валяются на дороге просто так. Нужно потерпеть. И я вспоминаю, вообще автостоп это отличный способ, быстрый способ передвижения, я бы даже сказал. То есть я вот выезжал из Чебоксар утром, и утром я был уже в Киеве, следующим утром. Вот, то есть за сутки, и даже не за 3 дня. Вот, и это очень быстро на самом деле, да, когда знаешь все правила, очень все быстро получается. Что-то кисловато пока как-то, все едут в горы. С первой половины дня, ну уже час дня. Потом вечером все начнут ехать туда. Но мне вечером не надо, мне надо сейчас. Потому что машин вот за полчаса, машин, наверное, 6 там проехало всего. Блин, я что-то такой думаю, что трафик вообще слабый. Может плюнуть и на велике поехать. 25 миль в одну сторону получается, 50 миль туда-сюда. То есть это минимум 5 часов просто на дорогу я потрачу. Время уже час дня, второй час дня уже. Уже поздновато на велике, наверное, ехать. А кто обещал, что будет легко? Да. В общем, короче, если 10 машин проезжает, я не уезжаю, то иду назад. Что-то вообще голяк, ничего нету. Машины есть, проезжают, как бы, я не знаю, машин 15-20 уже проехало, но что-то не хотят они брать меня. О, нифига себе. Нифига себе. Я уже назад собрался идти, машина останавливается. Hello, sir. Enter the back first. Okay. 1 second. No problem. Just put the back. Put mine in the back. Okay. 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 Papa. Okay. Thank you so much for stopping. I'm going to Delta. Where I'm going. Up. You're my second one today. Let me pee real quick. Really? You're my second hitchhiker today.
You don't need that if you don't want it. Yeah, yeah. Пописать пошел дядя. Не пристегивается тут дядя. Он стоит. I camp here, not far. I'm traveling on the bicycle. With your bike. I just in forest. I just go to city. I need charge and grocery store. Just take some food. Check back, huh? Yeah, yeah. After that, No, I know. I see bikers all the time. yeah. That is great place for traveling. You know where you're at, right? Yeah, yeah. You living in a delta? All your life? No, I've been there for 14 years. Ah, from Alaska too, yeah? No. No? 20 years in the Navy. 20 years in the United States Navy on submarines. Yeah. 585. Right. Now it's force it. No, it's $1 more a month. Yeah, that's good. $1 more a gallon a month ago. I wonder, there's expensive gas here in Alaska. No, gas is always expensive here. $1 more than anywhere in the U.S. I mean, central U.S. Uh-huh. $2.85 there, $3.85 here. Mm-hmm. So, no, it's always been. This is not cheap to live in Alaska. Yeah. Not cheap. You want the Three Bears? Yeah, this will be good, thank you. Not IDA, Three Bears. Yeah. Yep. A lot of Russian food in Three Bears. Yep. Ukrainian, Russian. Yep. I wonder, wow, I like it. My doctor that I just went and saw, she's Ukrainian. That's good. There you go. Okay, thank you so much. Yeah, have a good day. How your name? Dawn. Don. Okay, I'm Nikita. Okay, maybe see you. Don't doubt it. Okay, Have fun. thank you so much. Вот и все. О чем я и говорил. Я уже собирался уходить, уже взял рюкзак, уже иду такой в сторону палатки. И вот машина останавливается. Вот Дон остановился. Красавчик вообще, подвез меня до магазина. О чем я говорю, надо уметь ждать. Вот видите, я уже собрался даже назад. Я уже такой думаю, да не сильно мне этот нужен магазин. Чуть деньги потрачу лишние. Короче, нормально, доехал. Сейчас надо мне найти, где зарядиться. Сейчас надо посидеть где-нибудь, спокойно зарядиться, загрузить серии. Вот тут с собой как раз есть. Посмотрим, что тут можно посидеть, нет? Что тут вообще есть? Мне розетка нужна. Сейчас посмотрим. Нету розеток здесь. Хоть в туалет зайду. Капец, я чумазый, мне стираться надо уже. Конец выкину. Ой, сижу, короче, рендерю, качаю. Взял тут кефирчика попил. Что тут хлеб свежий еще нашел, батон с маслицем. Ням-ням, короче. Сижу, короче, время 4 дня уже. Все нормально. Время есть, на улице дождик такой идет. Вот здесь. What is your name? Valentin. Valentin from France. Из Франции приехал. Красавчик, вон у него велосипед какой. Брукс тут стоит. Нормально у него. Подготовленный. How long you travel? I start only 1 month ago. 1 month ago? Only Alaska?
Yes. From Anchorage? From Anchorage to Dead Horse. You have been in that horse? Yes. Oh, really? That's It's good. good. Then I'm going to Argentina. You going to Patagonia? Yes. Oh, phew, most famous trip, yeah? Yeah. It's gonna take me 1 year and a half. Yeah, that's So a it. long trip. Long trip. How many years you planning? 1 year and a half. 1 year? 1 year and a half. That's good. Think it's gonna be enough? Maybe, I don't know. I can show you. So you told me you start in. Wait. How old are you? 34. 34. How old are you? 26. 26, that's good. Still a baby for you. Yeah, it is. So here we are. Okay, great. So you start in Anchorage, Mm-hmm. right? Yeah. And then from Anchorage, which road did you take? To Cantwell. To Cantwell. Stunning this road. Yeah, that's Beautiful. good. Yeah, that's really Beautiful. nice. I like it. Yeah, it was very, very beautiful. Yeah, so you took the road, the Denali. Yeah. Did you Then- went to Denali? Yeah. Go to Fairbanks. Right now, where are you going? To Canada? Yeah. Just Paxson and right here? Now I'm going directly to talk. What are you doing here? Hmm? Yeah. Just yeah. Taking the Just- road here. Yeah. Going to talk. Mm-hmm. Talk. And then Mm-hmm. Hain Junction Mm-hmm. here. Here. And there I want to visit a little bit this place. You want a little bit? And then I want to go to Ketchikan Uh-huh. by ferry. Ferry from From Hain Junction. There you can take Ah. ferries. it's how much, you know? I don't know yet. But there it's a very beautiful place of Alaska. You can visit the glacier. You Yeah. can visit the forest. It's a different type of Alaska than where we are now. Yeah. So I want to visit that. The only problem is that between Ketchikan yeah. Between Ketchikan and here it's Сейчас Валентина угостить хочу, тут вот Russian food есть. Он хочет Кока-Колу, говорит, а я ему квас сейчас возьму, чтобы он попробовал. Ну, just right here. Квас, I take for you. Is it a beer? No, it's No. not beer. Okay. What that's good. So Квас. this is from Russia? Yeah, that's from us, Chakovsky kvass. Okay, and how is it? How Oh. does it taste? You can take someone said. Да, классно. I take that. Okay, let's go. I take that. Crazy. Is it sugar? Is it with sugar or? Yeah, just a little bit. Maybe no. 15 grams. I don't know. You. No, it's okay. Hello. Thank you very much, Nikita. There's no problem. Thank you so much. You're welcome. Man. You test something new. So this is the alphabet you are using in Russia, right? yeah, that's Cyrillic. What's the name? Cyrillic alphabet. Okay, great. Do you have YouTube channel? Yeah, no. No. I'm not. I'm more using Instagram, Instagram. but look at just the pictures from the Dalton Highway. Yeah, you can look. Okay. Давай. Cheers. Thank Cheers. you so much. Cheers. No problem, and thank you for visiting Alaska. For Alaska. For Alaska. Yeah. Right. From bread. It's Yeah. not bad. Yeah, that's good. Yeah. Oh yeah. Well. 10 minutes after I'm sleeping. Вон Valentine make It's сделать зарядочку здесь, да.
правильно. Oh, it's ugly one. Мы сейчас сидим, думаем, ну, матч закончится, Нидерланды 1-0 ведут, разойдемся как бы. Тут сейчас Марокко забили, блин, в самом конце, короче, прям в добавленное время забили. Вон, головушкой. Так что, не знаю, будем сидеть, походу, еще. Не, досматривать не будем футбол, короче, я пойду, потому что в магазин мне еще надо другой зайти. Вот, Валентайн, thank you so much. Thank you. Take care of you. Yeah, nice to meet you. Was nice to meet I you. have your Instagram. Yeah, keep in touch. I will be looking your page. Of course. And good trip to Patagonia. Yeah, yeah. Crazy to see that. Yeah. Oh, thank you. Okay, Valentine. Take care of you. Have a safe Thank trip. you. Оп. Bye-bye. Bye. А, вот такие встречи велопутешественников. Но мне, блин, идти надо. Там скоро магазин закроется, потом еще ехать мне автостопом. Все, пру на трассу с пакетом. Время уже 8 час. Посмотрим, когда еду обратно. Сейчас вот развязку как раз пройду. И вот уже можно стопить начинать. Трафик сейчас вообще тухлый. Ну, тяжело отсюда вечером в ту сторону уехать. Обычно туда все в горы утром едут, вечером возвращаются. А я сейчас вечером еду. Да ничего, найду, нормально все будет. Постоять придется, наверное, но главное верить. Вообще в город приехать всегда легко. А вот из города выехать бывает трудновато. Еще усугубляется все тем, что сегодня понедельник. Трафика вообще мало. В выходные гораздо, конечно же, больше. То, что здесь сейчас не темнеет. То есть не окажется так, что ты оказался ночью на трассе посреди леса. Я не боюсь, конечно, ничего, но просто это вообще так комфортно, когда весь день светло. Пока иду, качаю здесь, чтобы время зря не терять. Ну и дождик пошел. Ну, когда проезжает кто-то, не останавливается, надо не горевать, а радоваться, что они проехали. Потому что они ненужные люди. Нужный человек остановится. Поэтому горевать вообще ни в коем случае не надо. Hello, sir. Hello. Can we go together? Yes. I'm going to mountain about 20 miles from here. Okay. It's good? Okay. Thank you so much. Up. Oh, thank you so much. How are you? I'm good. How are you? It's nice. It's rainy. Yeah, I saw you when I came this way half an hour ago, Ah, really? 40 minutes ago. Yeah, just because my camp 20 miles from here. I'm traveling on the bicycle. Oh, Yeah, just I need some food. yeah. I'm coming to Delta. You from here? I live in Fairbanks. Fairbanks. Oh, that's good. Yeah. Where are you going on the bicycle? I am just chilling in Alaska. Uh-huh. I'm just enjoying. This one? Yeah, just right here. Oh, wow, that's good. Okay, thank you so much. You're welcome. What is your name? Will, Will? Okay, my name Nikita. Yeah. what is your YouTube? You can find, yeah, if you just. Can you write it there? Okay. Oh, sorry. My name. You can find me everywhere on my name. I am alone on our world Cool. with that name. Like this? Was that wrong? Yeah, That's right? yeah, Okay. that's mine. Perfect. Oh, thank you so much. Yes. Yeah, have a good night. Be safe. Yeah, thank you. Be safe too. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Все.
Все, я приехал. Я говорю, все будет классно. Я прям приехал как домой, знаете, вот домой приехал, там, не знаю, к бабушке в деревню. Я прям счастливый. Какая красота здесь, а. В каком охрененном месте я тут живу. Пошли, палаточку мою. Ну все, я дома. Взял он пивка местного аляскинского. Думаю, да, попробую. Красота. Хорошо, вот и съездили. Вот и автостоп. С людьми пообщался, хоть так приятно. Хоть язык прокачиваешь снова, не забываешь английский. А тут вообще одичаешь, как лесной человек станешь прям. Хорошее пиво, кстати. Нормально. Давайте, ребят, за вас всех, за моих подписчиков, за моих зрителей, за моих любимок. За вас всех ем вот эту колбаску. Запиваю пивом. Всем здоровья. Всем добра.